И вновь всем здрасте и приветы, это Жиши, мы в той же одежде, не успели переодеться с прошлого выпуска, который был совсем недавно. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях в очередной раз, я выговорил это слово, литовский кукловодас Андрейус Марковас, и сегодня мы в очередной раз вывучаем белорусскую мову. Пока Андрейус Марковас учит белорусский язык, мы надеемся, и вы тоже узнаете что-то новое, либо точно знаете, что это значит, и просто получаете удовольствие от этого выпуска. В общем, мы приветствуем ваши комментарии, предлагайте те слова, которые стоит выучить каждому литовцу, потому что все-таки мы же, как ни крути, а мы соседи. В дальнейшем будущем очень дружелюбные. Сейчас так там есть вопросики на границе. В общем, погнали, Андрей. Погнали, да, я готов. Погнали, все очень просто. Белорусское слово, которое ты читаешь, и 3 варианта с подсказками, если сразу не догадаешься. Окей, слово я готов. на экране. Хрущ. Ну? Хрущ. Это хрущ. Это знаешь, что такое? Это когда ты вот встал утром, да, и ты делаешь так вот. Хрущ! У тебя в спине вот так вот. Хрущ! Это хруст. Да, и утренний пошел. хруст спины. Утренний хруст. Андрейус Марковас специально для тебя подсказки. Так. Итак, хрущ. Хрущ – это жук. Потому что если его раздавить ногой, слышен звук хрущ. Раздавили. Классный звук, такой рокерский. Хрущ – это, возможно, Хрущев. Возможно, в белорусской интерпретации именно так был Никита Хрущ. Никита Хрущ. Да-да-да, если белорусская... Вообще кукуруза такой хрущ. Хрущ, да, потому что уже хрущ, вот так. Хрущ. Либо тоже ногой его раз, он хрущ. И хрущ, это, обрати внимание, это сухарик. Там их целая куча на картинке, но это сухарик, потому что хрущ. Итак, Андрейус, пожалуйста, у тебя 3 варианта, и белорусский хрущ. Это белорусский хрущ со вкусом чесночка и лука. Это, конечно, сухарик. Вообще, лук, это в Беларуси нет лука. Есть настоящий цибуля. белорус, да, знает, что есть цибуля. Это очень разные вещи. А как бы сметанка? Сметанка так и будет, но цибуля, она просто в колготах хранится на чердаке, а лук он в В общем, магазине. хрущ, это очень было простое слово, это сухарик. Я тебя поздравляю, эти бурные овации раздаются в адрес Андрейуса Марковаса, который ни черта не понимает в белорусском языке, потому что в белорусском языке хрущ – это жук, Андрей. Жук. По имени Никита. Майский хрущ. Майский хрущ? Да. Но только май, еще если совсем на белорусском это травень, то травинский хрущ. Травинский хрущ. Травинский хрущ звучит как какая-то вакханалия где-то Это травинский хрущ, да, это какой-то съезд БДСМ. Да, травинский хрущ. Хрущ – это жук, запомни. Потому что Беларусь, вот когда говорят, что ой, белорусский и русский язык так похожи, очень не похожи. Потому что только в Беларуси Жуков – это Хрущев. Это как я понял, это смешно. Да, смешно, да. Жуков, который из... Нет, который не из руки вверх, а маршал. Да, иду руки вверх тоже. Из руки вверх тоже. И кто там второй был? Да, Хрущев, который пел «Ну где же ручки, ну где же ваши ручки?» А не собирает кукурузу. Так, ладно, поехали дальше. Да, поехали дальше. Следующее, это для тебя. Очень простые слова сегодня. Пательня. Пательня. Пательня, да. Пательня. Да, Что ж такое может пательня? Давай сразу подсказки, чтобы ты не мучился. Я знаю, что такое пательня. Что это? Это, знаешь, когда ты будешь в тылу врага, Да. но ты когда уже, типа, вот был в тылу врага, но вышел из него, ты, типа, вышел в пательню. Вышел в пательню. Да. Вот ты почти угадал. Значит, смотри, пательня. Варианты. Это сковорода. Сковорода. Пательня. Ну, такой, знаешь, блины на пательне. Пательня – это лопата. Есть такое выражение, знаешь, говна на лопате тебе. Ну, так это вот говна на пательне тебе. Говна на пательню. Да, запомни Звучит. просто, да. И пательня – это место, где люди потеют очень сильно. Очень сильно потеют. Это финская сауна, в Беларуси называется пательня. И белорусы уверены, что это они придумали сауну и подарили финнам. Буду руководствоваться своими знаниями белорусского языка. А так как меня учили, то, что белорусский язык очень простой, и там вот то, что видишь, то и говоришь, и, скорее всего, будет по-белорусски это. Поэтому пательня – это баня. Место, где люди потеют. Где люди потеют. И сейчас раздаются бурные овации, крики «Браво!», Андрейус Марковас, вы великолепно чувствуете белорусский язык, вы чувствуете, вы ставите лайки, финская пишите пательня, комментарии. круто звучит. Да, а на самом деле, может быть, финская, не знаю, там, финно-угорская, любая, но это сковорода. И на пательне
Блины. А почему? Вот есть этимология этого слова пательня? Этимологию? Я не знаю. Этимология слова пательня, то, что это баня, я тебе объяснил. Да, слушай, то есть хрущ тебя никак не смущал, да? Со своими песнями там стоят девчонки юбки по колено. В общем, это сковорода, мы идем дальше. Андрей, вот слушай, да, за вопрос про этимологию. Блин, ну это как дерево, слушай. Ну какая этимология? Нет этимологии. Там уже производные, может быть. Я предлагаю, все, я тебя понял. Все, заявляю, с этого момента пательня будет баня. Сауна, давай, потому что для бани есть отдельное слово. Сауна. Я тебе потом его когда-нибудь подсуну. Да. Итак, а сковорода, я придумал, будет скворчельня. Потому что шкварчить. Да. Тогда не скварш, а шкварчельня. Шкварчельня. Запишите новое белорусское слово шкварчельня. А сейчас внимание на экран. Это глагол. Обабить. 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 Это глагол. Обабить. Давай сразу подсказки, чтобы тебя... Это глагол, да? Обабить глагол. Обабить. Ну, это, слушай, да, это, конечно же... Вот смотри сразу на экран. Да, Да, давай, ну я знаю, обабить. что ты знаешь это слово. Вот оно. Да. Да, это Обабить. если мужчина женится, если его мужчину женить, то получается его Да, обабить. 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 Обабить это вот когда дорогу, например, делают, уплотнить ее, притоптать, да, выровнять, обабить. Подровнять, оградить, вот дорогу утрамбовать, это обабить. Да. Не придумал ничего смешнее просто. И обабить это, ну, когда ты едешь в Таиланд и возвращаешься другим человеком. Обабить. Обабить, да. Насильно. Мы решили, например, нашего друга, там, не знаю, Гришу обабить, отвезли в Таиланд, и он вернулся. А как же вот вариант заставить до смерти слушать группу Абба? Обабить, Вот да. пока кровь из ушей не пойдет. Обабить. Это хороший, я прям, вот ты просто чудо мастер каламбуров, да. Обабить это подходит. Ну нет, я думаю, что обабить это Все-таки вот из всего первый вариант. Первый вариант. Обабить это женить мужчину. Женить. Причем силой. Да, и вот когда там их расписывают и говорят, Да. что вот ваш корабль любви с парусами полными надежды, и сегодня обабливается Андрей. Обабливается Андрей. Да, звучит прекрасно. Но это все ваши лайки за эти невероятные комментарии от Андреюса Марковуса, литовца, который пытается выучить белорусский язык вот так вот сходу, наскоро. Подписывайтесь, кстати, еще, если не подписаны, на новый канал, потому что здесь выходит очень много разного контента, в том числе и вот эти невероятные уроки белорусской мовы. Обабить это, собственно, про дорогу. Оградить, уплотнить, утрамбовать. Обабить что-то. Просто обабили дорогу. Вот ты вставляешь, например, делаешь забор, ставишь такую, ну вот, сваю для забора, и вот надо ее вокруг обабить, уплотнить землю там, утрамбовать, обабить. Хотя, казалось бы, да, первый вариант подходит лучше. Казалось бы, да. Опять же, предлагаю переименовать все это. Итак, друзья, для вас сегодня были давно обабленные Андреюс Марковос, Женя Соленков. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. У нас впереди еще много уроков белорусской мовы и не только. И важно, пишите свои слова, которые я обязательно должен выучить. Белорусский.